Ангелы говорят, что тот, кого вы меньше всего ожидаете, очень готов подарить вам новый дом. Бог сообщил, что если вы не сможете довести это послание до конца, путь к вашим благословениям будет заблокирован. Пожалуйста, не игнорируйте это видео, это сердечное послание от Бога, чтобы благословить вашу жизнь сегодня. Но прежде чем продолжить, пожалуйста, поставьте лайк этому видео, чтобы оно увидело больше людей. Подпишитесь на канал и активируйте колокольчик. Наша цель – привлечь 3000 подписчиков, чтобы распространить послание веры и надежды среди большего числа людей. Бог объявляет, что ваша семья собирается начать новое начало, оставив позади дни беспокойства, разочарования и финансовых трудностей. Вместо этого вы испытаете радость, процветание и неожиданные чудеса, если поверите в это. Покажите свою поддержку, поставив лайк этому видео. Вас ждут волнующие и трогательные новости. Кто-то собирается подарить вам новый дом, исполнив желание вашего отца и перевезя вас в мирное и безмятежное место. Посмотрите это видео до конца, чтобы стать свидетелем этих чудес. Бог открывает, что вы вступаете во время обильных благословений и безусловной любви. В нужный момент все сложится в вашу пользу. Вас ждут крепкое здоровье, позитивный настрой, большой успех, благополучные и значимые отношения, духовный мир, умственный рост и финансовое благополучие. Вы испытаете благословение, прорывы и Божье благоволение, преодолейте все неудачи и станете сильнее. Осознайте, что все содействует вам во благо, согласно Римлянам 8 часов 28 минут. Мало кто это видит, а это значит, что вам скоро представится второй шанс в жизни, возможность воплотить в жизнь свои мечты. Не упустите этот шанс. Твердо верьте, написав «Аминь». Иисус сказал: «Я есть путь, истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, кроме как через Меня». На этой неделе в вашей жизни произойдет что-то шокирующее. Вселенная работает в вашу пользу. Доверьтесь и сохраняйте позитивный настрой, чтобы получить эти благословения, которые удивят вас прекрасными и неожиданными способами. Когда сегодня вечером часы пробьют 11 часов 11 минут, то, что беспокоило вас годами, исчезнет, принеся существенные изменения. Бог утверждает, что ваши лучшие дни еще впереди. Стойте твердо в своей вере и не поддавайтесь видимости, потому что у Бога есть планы по обеспечению вашего процветания. Иногда Бог удерживает вас до тех пор, пока путь не станет безопасным и свободным для продолжения. Будьте благодарны этой жизни, ведь то, что предназначено вам, не пройдет мимо вас. Бог меняет вашу ситуацию, благословляет вас и вашу семью, исцеляет ваши раны и превращает ваши неудачи в награды. Не пропустите это видео, если вы верите в Бога. Вот 3 вещи, которые Бог хочет, чтобы вы знали сегодня. Во-первых, Он восстановит все, что вы потеряли, и впереди нас ждут лучшие дни. Во-вторых, работа, которую вы желаете, и благословения, о которых вы молились, уже в пути. Бог открывает вам путь прямо сейчас. В-третьих, Он дает вам силу от ваших слабостей, ответы на ваши вопросы, мир от вашего смятения и исцеление от вашей боли.
Не сдавайтесь, потому что вы на пороге великой победы. Если ты веришь в Господа Иисуса, напиши «Аминь». Бог говорит: «Я хочу, чтобы вы верили, что я работаю в вашу пользу во всех ситуациях». Он знает и помнит, что для него нет слишком большого препятствия. Он разрывает цепи и открывает двери, которые казались недоступными. Доверившись Ему, вы увидите, как Его совершенные планы разворачиваются перед вашими глазами. Божий план для вашей жизни превосходит ваши ожидания. Дивайн желает видеть вас по-настоящему счастливым и сделает все, чтобы это произошло. Вы готовы? Остановитесь, ведь вы находитесь на правильном пути к значительным благам. Если вы готовы к переменам, Бог хочет, чтобы вы знали, что есть много причин быть благодарными за то, что вы преодолели невыполнимые испытания и оказались не там, где вы были раньше в жизни. Сохраняйте спокойствие и готовьтесь к лучшим дням, которые еще впереди. Не сдавайтесь, даже когда иногда чувствуете грусть и боль. Сейчас я устраняю боль, беспокойство и проблемы, с которыми вы столкнулись. Моя благодать изливает счастье, исцеление и мир в вашу жизнь. Следующий месяц будет временем обильных благословений, возможностей и процветания. Доверьтесь мне и наблюдайте, как все начнет сотрудничать. Пожалуйста, напишите: «Я верю в Твои обещания, Господь». Помните, вы не побеждены, вы победительны. Отдыхай, ведь все уже твое и все идет по божественному плану. Бог удалит все негативные влияния вокруг вас и побеспокоит тех, кто вас беспокоит. Исправьте зло, причиненное против вас, и осветите путь вашим тайным слезам. Если вы верите в Иисуса, ходите с верой, потому что в ближайшие 3 дня произойдут невероятные благословения, чудеса и достижения. Следующие 7 дней будут необыкновенными. Для вас откроется сезон счастья, любви и гармонии. Если вы готовы к невозможному, которое может проявиться в вашей жизни, будьте сильными и мужественными, потому что Господь с вами и никогда не оставит вас. Вскоре Бог благословит вас жизнью, полной счастья, ветра и изобилия. Отдыхайте обильно, потому что Он уже работает в вашу пользу, обращая вспять негативные ситуации и залечивая ваши раны. Благодарите Господа, потому что Его любовь к вам вечна. Сегодня Бог хочет, чтобы вы знали, что можно снова почувствовать радость. Он изменит каждую проблему в вашей жизни и работает в вашей борьбе. Доверьтесь Ему и избавьтесь от стресса. Он благословит вас и вашу семью и принесет исцеление там, где оно необходимо. Что-то прекрасное входит в вашу жизнь. Ожидайте большего и лучшего. Празднуйте чудеса в вашем здоровье и финансах. Все складывается в вашу пользу. Заявите о благословениях, исцелении и чудесах, которые уже в пути. С благодарностью, дорогой Отец Бог, благодарю Тебя за еще один день жизни. Спасибо за восход солнца, красоту природы и пение птиц. Ты, великий Отец, всегда полный благодати и милосердия. Я хвалю Тебя за то, что Ты позволил мне прожить еще один день в Твоем Королевстве. Я благодарен семье и друзьям за благословение
и прошу вас благословить их всем добром, которое вы мне дали. Если я сегодня допустил ошибки, прошу у вас прощения. Спасибо, что помогли мне принять решение. Во имя Иисуса. Аминь. Бог просит вас досмотреть это сообщение до конца, чтобы открыть путь к вашим благословениям. Пожалуйста, не игнорируйте это и проявите свою поддержку, поставив лайк этому видео. Всемогущий будет руководить своими божественными планами для вашей жизни, как упомянуто в Псалме 138:8. Будьте готовы к действию, держите свои сумки собранными и наденьте кроссовки, потому что, когда Бог объявит, что пришло ваше время, независимо от того, насколько поздно это может показаться, Он будет продвигать вас вперед. Его имя будет прославлено, и небесные окна откроются для вас, изливая обильные благословения, которые вам будет трудно вместить, как упомянуто в Малахии 3 часа 10 минут. Все ваши горячие молитвы вот-вот проявятся, потому что Бог готов даровать ошеломляющую лавину благословений. Он услышал ваши молитвы и стал свидетелем ваших слез, приносящих исцеление, как упомянуто во 4 Царств 25. Через молитву Бог творит нечто необычайно хорошее. Сосредоточьтесь на нетерпеливом ожидании будущего, оставляя прошлое позади, как сказано в Филиппийцам 3 часа 13 минут. Сегодняшний посыл – начать упаковывать свои вещи в коробки, потому что вы находитесь на пути ко времени перемен. Направление вот-вот изменится, и лучшие дни быстро наступят. Бог знает все, что вы делаете, и откроет дверь, которую никто не сможет закрыть, как упомянуто в Откровении 3:8. Следующие двери откроются, и вам больше не придется брать взаймы, просить или бороться за что-либо. Бог ответит на ваши молитвы еще до того, как вы закончите говорить, как сказано в Исаии 65:24. То, о чем вы горячо молились, вот-вот произойдет. Это не займет много времени. Помните, разочарование не означает конец. То, что вы потеряли, будь то мечта, цель или дружба, освободит место для чего-то нового, что запланировал Бог. Иногда приходится потерять то, о чем не стоит беспокоиться, то ли тебя не ценят, то ли из-за возникших препятствий. Если вы продолжите молиться Богу и стремиться стать лучшим человеком, которого Он запланировал для вас, вы преодолеете любые трудности, которые встретятся на вашем пути. Это произойдет с вами в нужный момент. Ответ на ваши молитвы уже в пути. Продолжайте верить, ибо с Богом все. Бог говорит с вами сегодня, признавая ваше физическое и эмоциональное истощение. Будьте настойчивы, и Он даст вам силу и благосклонность. Так, как вы даже представить себе не могли, Бог пошлет человеческие и финансовые ресурсы. Будьте готовы получить чудесные благословения на своем пути. Сохраняйте веру и доверие к Нему, потому что Бог действует в вашей жизни невероятными способами. Визуализируйте будущее, в котором ваши обстоятельства изменятся и страдания, которые вы испытываете, прекратятся. Бог исцелит ваши раны, восстановит утраченное и обеспечит всем, что вам нужно. Он превратит вашу боль в потенциал, а ваши трудности в решимость. Не волнуйтесь, все уже в движении.
Сегодня Бог принесет прогресс, исцеление и чудеса в ваш дом. Помните, что Он будет с вами в каждом испытании. Когда Бог откроет вам следующую дверь, вы поймете, почему враг так яростно сражался против вас. Позвольте Богу взять под свой контроль и провести вас через любое испытание. Поверьте, что Он даст вам силы, необходимые для победы. Молитесь Богу, чтобы Он очистил все ваши беспокойства, сомнения, страхи и тревоги во имя Иисуса. Если это должно произойти, то это будет в идеальное Божье время. Вам никогда не придется навязывать то, что исходит от Него. Итак, будьте спокойны, зная, что вам будет дано то, что ваше, или что-нибудь еще лучшее. Если вы верите в Бога, скажите «Аминь». Будьте счастливы, если вы зашли так далеко. Я люблю Тебя, Господь. Если это Божье Слово для вашей сегодняшней жизни, это было благословением. Оставьте свое «Аминь» в комментариях и поделитесь этим сообщением, чтобы изменить чей-то день. Подписывайтесь на наш канал, чтобы всегда оставаться верой. Пусть Бог благословит вас сегодня и завтра, и пусть вы всегда будете в мире с Господом Иисусом. Дорогое мое дитя, почему ты плачешь? Почему вы чувствуете страх? Зачем оглядываться назад? Зачем отклоняться, когда ваши мечты прямо перед вами, реальные и осязаемые? Счастье, которого вы желаете, находится в пределах вашей досягаемости. Я обещал тебе много раз, но твоя задача – поверить. Не обращайте внимания на лживые голоса тех, кто завидует вам и пытается украсть благословения, которых у них никогда не будет, потому что они отвергают истину. Но ты верил. Ты подарил мне свою жизнь. Вот почему сегодня тем, кто говорит о вас плохо, кто судит и критикует все, что вы делаете, покажите им свое восхищение тем временем, которое они проводят, думая о вас. Сделайте глубокий вдох и сосчитайте до 3. Это лучшее оружие против лицемерия. Лживые люди скоро отойдут, а зависть только отравляет тех, кто ее чувствует. Помни, никто и никогда не сможет разлучить тебя со мной. Я приблизил тебя. Я никогда не сводил с тебя глаз. Ты моя дочь, мой сын, и я очень тебя люблю. Поэтому не выставляйте свои раны на показ миру, ибо лишь немногие по-настоящему хотят их увидеть или исцелить. Не беспокойтесь о тех, кто вас ненавидит. Беспокойтесь о тех, кто притворяется, что заботится. Остерегайтесь тех, кто нападает на вас сзади, потому что они знают, что не смогут конкурировать с вами спереди. Празднуйте свои победы в тишине, и если вы хотите, чтобы они поверили, что вы проигрываете, позвольте им это сделать. Я буду продолжать обильно благословлять тебя и защищать своей вечной любовью. С сегодняшнего дня ты не будешь слушать никого, кто говорит тебе, что твои мечты недостижимы, что ты их не заслуживаешь или что ничего невозможно. Они не понимают моей любви, моей силы. Мое всемогущество – Создатель Вселенной. Для меня нет ничего невозможного. А теперь скажи спасибо и забудь об этом. Освободите место для нужных людей в своей жизни, потому что никто не видит вашей борьбы, только ваши ошибки.
Не беспокойтесь о том, что о вас думают другие. Презрение – удел невежественных. Великие умы обсуждают идеи, маленькие умы говорят о других. Многие люди терпят неудачу в жизни, потому что пытаются копировать других, не осознавая, что каждое путешествие уникально и наполнено разными испытаниями. Дорогой Отец, дай мне мудрости, чтобы продолжить мой путь. Я позволил другим поставить под угрозу свое достоинство и ценность. Но теперь, обладая мудростью, радостью и любовью, вы можете сиять, помогать другим и привлекать благословения, предназначенные для вас. Так что будьте умными, элегантными, искренними, радостными, честными и счастливыми. Заботьтесь о людях, которых вы любите, и игнорируйте тех, кто пытается причинить вам вред, потому что вы в безопасности под моей любовью и защитой. Никто не знает, что происходит за кулисами, но все видят ошибки. Поэтому не беспокойтесь о негативных мыслях других. Насмешки не стоят вашего внимания. Празднуйте свои триумфы в тишине и позвольте им думать, что вы проигрываете. Я буду продолжать благословлять тебя, призывать тебя и обеспечивать всем, что тебе нужно. Помни, я рядом с тобой. Ищите меня, и я избавлю вас от отчаяния, исцелю ваши болезни и наполню ваше сердце любовью, спасением, защитой, безопасностью и утешением. Вы не одиноки. Продолжай верить, даже когда ты не чувствуешь и не видишь меня. Не сдавайтесь, даже когда битва кажется непреодолимой. Продолжай верить в мою любовь. Я глубоко знаю тебя и всегда рядом с тобой, готовый освободить тебя, укрепить и направить тебя. Ты моя дочь, мой сын, и ты не потерян. Ты любим мной. Спасибо, папа, за то, что всегда заботишься обо мне. За непобедимым фронтом празднуйте свои успехи в тишине и скрывайте их. Помните, что вы мне дороги, и доверьтесь моей любви и силе, которая сделает невозможное возможным. Даже когда ты не чувствуешь и не видишь меня, сохраняй веру и верь в себя. Двигайтесь вперед решительно и смело, зная, что я ваше убежище и поддержка. Воспользуйтесь этим моментом, чтобы поблагодарить и отпустить прошлое. Будьте открыты для благословений, которые еще впереди, потому что вы действительно особенные для меня. Ты мой любимый ребенок, и я люблю тебя безоговорочно. Никогда не забывай, что я всегда рядом с тобой, и ты никогда не ходишь один. Даже в запутанном мире вы не заблудились. Признайте свои ошибки, и я их покрою. Спрячьте их, и я открою их. Но когда ты исповедуешься в них, я их забуду. Имейте сострадание к тем, кто предает вас, поскольку предательство само по себе является наказанием. Те, кто говорит плохо о других, больше говорят о себе, чем о вас. Поэтому не беспокойтесь о том, что о вас подумают другие. Помните, что вы уникальны и драгоценны, и что у вашей жизни есть более великая цель. Что бы ни случилось, ты всегда можешь доверять себе и мне. Ищите меня, и я проведу вас от тьмы к свету, исцеляя ваши раны и наполняя ваше сердце любовью, спасением, защитой, безопасностью и утешением. Знай, что среди множества вопиющих голосов
я узнаю твой. Я слышу твои мысли в твоем сердце и всегда рядом с тобой. Сделайте глубокий вдох и почувствуйте мою любовь и присутствие вокруг вас. Вы не одиноки, вместе мы справимся с возникающими проблемами и победим. Держите голову высоко поднятой, а сердце наполненным надеждой, потому что я люблю вас. Аминь. Не теряйте больше времени и нажмите кнопку ниже, чтобы присоединиться к нашему сообществу преданных членов, если вы верите в слова Бога. Подпишитесь на наш канал, чтобы продолжать получать вдохновляющие и благословенные сообщения. Выразите свою благодарность, поставив лайк и поделившись этим видео, чтобы это послание веры и надежды также могло тронуть других. В ближайшие 12 часов вы получите огромную дозу счастья, любви, финансового благополучия и отменного здоровья. Посмотрите видео, если вы верите в Бога. Завтра вас ждет невероятное благословение, растворяющее все ваши заботы. Ваше здоровье улучшится, и у вас появится больше финансовых ресурсов. Путешествуя по жизни, помните эти слова. Вы находитесь на пути к тому, чтобы стать процветающим, успешным и здоровым человеком, если доверяете Богу. Напишите 111, если вы верите, что ваш банковский счет будет полон, и вы будете жить той жизнью, о которой всегда мечтали, с процветанием в работе, здоровье и отношениях. Помните, что нет ничего невозможного, если вы верите в Меня. Я благословлю тебя и твою семью, исцелив все твои боли. Я Бог, который восстанавливает и помогает, и никакие испытания не являются для Меня слишком трудными. Приготовьтесь к лавине благословений, которая превзойдет ваши ожидания. Я превращу дефицит в изобилие, а печаль в радость. Напишите 1010, если готовы. Дорогое дитя, ты должен знать, что я Бог чудес, готовый работать в твоей жизни. Не недооценивайте мою силу, ведь я могу сделать для вас невозможное возможным. Ваши отношения, здоровье и финансы восстановятся. Доверьтесь мне, мои дорогие, и верьте, что я Бог, который восстанавливает потерянное и ремонтирует сломанное. Приготовьтесь к периоду чудес и благословений, которые уже в пути. Я хочу заверить вас, что дни печали и беспокойства остались позади. Эта неделя будет наполнена невероятными сюрпризами, которые произойдут в вашей жизни. Помните, что ваш Создатель, Бог, заботится о вас. Он будет продолжать заботиться о вас на протяжении всей вашей жизни, предлагая помощь и спасение, когда это необходимо. Трудности, с которыми вы столкнулись, не одолеют вас. Ты вырастешь сильным, благословенным и процветающим, потому что ты ценен для Меня. Я люблю тебя, и Бог обещает, что твои слезы превратятся в слезы радости. Ваша боль будет заменена исцелением, а ваша борьба приведет к бесчисленным благословениям. Не сомневайтесь в моей способности поддержать вас, ибо я – источник всего богатства и изобилия. Если вы слушаете это послание, верьте, что вы вступаете в период великого процветания и безграничной любви. Это время чудес и благословений, которые вскоре удивят вас чудесными вещами. Готовьтесь к изобилию денег, здоровья и успеха.
Разочарование, стресс и бессонные ночи, которые вас мучили, скоро закончатся. Помните, что ваш организм выздоровеет, вы обретете настоящую любовь, а вашу семью вскоре ждет большое процветание. Все ваши тревоги и страхи исчезнут, их сменят радость и покой. Я могущественный Бог небесных воинств и высших властей. Знай, что у меня есть сила добиться великих свершений. Доверьтесь мне и станьте свидетелем чудес, которые происходят в вашей жизни. Я благословлю вас и вашу семью, принеся исцеление вашей боли. Бог заявляет, что сегодня не будет зла, связанного с вашими деньгами, вашим приветствием, вашим успехом, во имя Иисуса. Помните, что я ваш Бог и буду заботиться о вас каждый день вашей жизни с момента вашего создания. Я присутствовал на всех этапах вашего существования. Вы перейдете от чувства подавленности и усталости к ощущению изобилия и удовлетворения. Повествование вашей жизни находится на поворотном этапе, наполненном удачей и возможностями. Бог обещает восстановить каждую сломанную часть вас и даровать вам полное исцеление, как физическое, так и эмоциональное. Благословение любви, исцеления, новых возможностей и благосклонности приходят в ответ на ваши молитвы. Что бы ни замышляли против тебя твои враги, всегда помни, что Господь, твой Бог, рядом с тобой, защищает и направляет тебя. Помните, что у вас есть Небесный Отец, который является вашим главным кормильцем. Он глубоко любит вас и хочет лучшего для вашей жизни. Доверьтесь Ему и верьте, что Он выполнит свои обещания. Он уверяет вас, что скоро появится чудесная возможность изменить вашу жизнь. Ваше финансовое положение быстро улучшится, и вы сможете без забот оплатить свои долги и счета. Дорогое дитя, отдохни, потому что я уже работаю для тебя. Я превращу каждую неблагоприятную ситуацию вокруг тебя в благословение. Я благословлю вас, ваших близких, и залечу ваши раны. Напишите 333, чтобы заявить об этом во имя Иисуса. Бог утверждает, что Он участвует в преобразовании жизней, совершая чудеса, превосходящие человеческое понимание. Дорогие, помните, что Иисус, мой возлюбленный Сын, является источником жизни с избытком для тех, кто ищет Его с открытым сердцем. Вы никогда больше не почувствуете голода или жажды, даже во времена нужды и трудностей. Верьте в Меня, потому что у Меня есть сила превратить ваш недостаток в изобилие, а вашу борьбу в триумф. Я всемогущий, Создатель всего, и с самого начала я заботился о тебе с бесконечной любовью. В этот момент я открываю вам новые финансовые благословения, которые вы никогда не считали возможными. Деньги потекут к вам без особых усилий, поскольку я излил на вас свою божественную благосклонность. Поверьте мне, я могу сделать невозможное реальностью и изменить жизнь простым прикосновением. Поскольку эта неделя подходит к концу, ожидайте обильных благословений в виде крепкого здоровья, радости и счастья. Двери финансового процветания откроются, когда бремя финансового бремени уменьшится, и ваши долги будут полностью погашены к концу этого месяца. Вы испытаете чудесное исцеление и освободитесь от болезней и долгов.
Бог ведет вас от боли, борьбы и нужды к исцелению, миру и изобилию. Вся ваша семья будет исцелена, и в вашей жизни проявятся огромные финансовые чудеса, и все это во имя Иисуса. Напишите «Аминь» для подтверждения. Бог говорит: готовьтесь, потому что меня ждут чудесные сюрпризы на пути. Я предоставил вам исцеление, свободу, богатство и здоровье, которые вы искали. Я слышу твои молитвы, дорогой, и творю чудеса в твоей жизни. Я Бог невозможного, тот, кто открывает путь, даже когда он кажется недостижимым. Я заявляю, что я хлеб жизни. Точно так же, как хлеб питает ваше тело, я здесь, чтобы питать вашу душу. Приди ко мне, ищи меня всем своим сердцем, и ты никогда больше не будешь ни алкать, ни жаждать. Во мне ты найдешь удовлетворение и полноту, которой жаждет твое сердце. Повторите вместе со мной: во имя Иисуса, что бы ни происходило в мире, слава Божья всегда будет видна в моей жизни в 2023 году. Бог никогда не оставит нас, потому что мы были благословлены и вдохновлены им. Вы скоро получите значительное процветание без необходимости прилагать чрезмерные усилия. Нет необходимости усердно бороться, чтобы привлечь изобилие в вашу жизнь, потому что я изолью на вас благословение, поддержу вашу работу и покрою ваши потребности. Помните, если вы исповедуете устами своими, что Иисус есть Господь, и верите в сердце своем, что Бог воскресил Его из мертвых, вы будете спасены. Верьте в своем сердце, и вы будете оправданы. Исповедуйтесь устами своими, и будете спасены. Напишите «Иисус есть Господь» и получите спасение. Бог заявляет, что когда вы выйдете в июль, Он благословит вас и вашу возлюбленную семью. Пусть этот месяц принесет изобилие, возможности и избыток добра. Он Бог, который исцеляет, восстанавливает и обеспечивает. Он дает силу утомленным и надежду отчаявшимся. Он посылает вам чудеса, благословения и улучшения, чтобы вы могли процветать и преуспевать во всех сферах своей жизни. Будучи единственным и единственным Богом, Он не позволит нечестивым восторжествовать над праведными. Доверьтесь Ему, потому что Он будет сражаться за вас. Если вы предаетесь Ему, вы и ваша семья будете благословлены лучшей жизнью. Он исцелит все ваши раны и превратит ваши неудачи в удивительные возвращения. Доверьтесь Ему, потому что Он благословит вас бесконечными благословениями, множеством улыбок, финансовым успехом и лучшим здоровьем. Там, где была боль, беспокойство и трудности, Он принесет исцеление, мир и процветание. Приготовьтесь принять с верой и благодарностью. Напишите 555, чтобы получить. Господь говорит, что до конца этой недели вы получите изобилие любви, денег и здоровья, что принесет огромную радость. У Него много благословений для вас и вашей семьи. Они исцелят и восстановят все места, где вы страдаете, предоставив все, что вам нужно для счастливой и процветающей жизни, от вашей работы и финансов до вашего здоровья и отношений. Помните, Он – Бог чудес. Когда вы чувствуете себя подавленным и думаете, что всякая надежда потеряна,
Он может вмешаться и послать вам чудо, которое поднимет вам настроение. Доверьтесь Его идеальному выбору времени, поскольку Он всегда работает за кулисами, творя для вас чудеса. Грядущие чудеса превзойдут ваши самые смелые ожидания. Они исцелят ваше тело, восстановят разрушенные отношения и откроют новые возможности для успеха. Примите чудеса, которые вас ждут, поскольку они являются божественными дарами на вашем пути. Откройте свое сердце, чтобы принять их и поверить в чудесные возможности, которые ждут вас впереди. Это ваш момент восстановления. Он восстановит все, что враг отнял у вас, включая ваш мир, процветание и цель. С Ним всегда есть надежда. Иисус сказал: «Оставьте мне свое бремя и живите для Меня, а не для себя». Он заменит ваш страх верой и направит вас в трудную минуту. Напишите 777, если вы доверяете Иисусу. Бог обещает умножить ваши благословения на этой неделе, сделав вас живым примером безграничных возможностей и чудес, которые могут изменить жизнь. Появятся возможности, приносящие выгоду, долги будут аннулированы, а счета оплачены в полном объеме. Ваше финансовое положение скоро улучшится, и ваша личная жизнь будет процветать. Будьте готовы к переходу на новый уровень в вашей жизни. В конце этого месяца вы испытаете чудесное исцеление и полное выздоровление от любой болезни или долга, с которыми вы столкнулись. Если вы страдаете физически, эмоционально или духовно, знайте, что я могу принести вам исцеление. Я готов залечить все твои раны и залечить все твои разбитые сердца. Просто попроси меня о помощи, и я буду рядом с тобой, дорогой ребенок. Будьте готовы, потому что я собираюсь обильно благословить вас и оказать милость в вашей жизни. Я понесу каждое бремя в твоем сердце, каждое испытание, невзгоду и неудачу, с которыми ты столкнулся. Я меняю вашу ситуацию и благословляю вас и вашу семью на лучшую жизнь. Я залечу все твои раны, и каждое испытание, с которым ты столкнулся, приведет к удивительному возвращению. Я всемогущий Бог, Создатель Вселенной, и я могу превзойти ваши самые большие ожидания и желания. Я твое безопасное убежище, твой источник силы, и я всегда буду рядом, чтобы помочь тебе в трудную минуту. Помните, Бог с вами. Иисус говорит, что когда вы ищете Его, на вашем пути вот-вот появятся новые возможности. Когда долги исчезнут, а счета будут полностью оплачены, ваше финансовое положение полностью изменится, а ваша личная жизнь достигнет еще больших высот. Помните, я Бог сюрпризов. Мне нравится делать неожиданные вещи и невообразимым образом благословлять своих детей. Оставайтесь открытыми для моих благословений и будьте готовы к неожиданностям. Я тот, кто укрепляет ваши слабости, исцеляет ваши болезни и восстанавливает мир и любовь, утраченные в вашем сердце. Прежде чем эта неделя закончится, вы вступите в период, когда ваши молитвы будут услышаны. Благословения потекут через край, деньги потекут обильно, и вы получите особые благословения в своем доме от моей божественной руки. Я меняю все ради тебя, мое дорогое дитя.
Я изолью благословение на вас и вашу семью, принеся исцеление от всех ваших болезней. Я Бог, исцеляющий и искупающий, и я никогда не оставлю тебя. Приготовьтесь удивиться богатству, которое я приберег для нас в этой жизни и за ее пределами. Запомните эти 4 истины обо мне. Во-первых, я проложу для вас путь, какой бы трудной ни была ваша ситуация. Во-вторых, я буду сражаться за вас, чтобы вам не пришлось сражаться в одиночку. Просто доверься мне. В-третьих, молитва – самое эффективное средство, когда мы чувствуем себя подавленными или обеспокоенными. Придите ко мне с молитвой, и я услышу вас и утешу вас. В-четвертых, всегда доверяйте своему времени. Я знаю, что для тебя лучше, и сделаю это в идеальный момент. Если вы согласны, Бог говорит, что вы вступаете в особый момент, когда произойдут чудесные вещи. Вы преодолеете препятствия и добьетесь успеха во всем, что делаете. Вы собираетесь стать богатым, успешным, счастливым и здоровым. Я решил благословить вас богатством, здоровьем и процветанием, превосходящим ваши самые смелые мечты. Все, что я прошу, это сохранить веру и принять мои благословения с благодарным сердцем. Я надеюсь, что в наступающем году вы получите еще большие благословения, улучшение вашего финансового положения и улучшение здоровья. Помните, я могу превратить вашу боль и страдания во что-то прекрасное. Я могу исцелить твои раны и полностью восстановить тебя. Ваши слезы не напрасны, потому что я превращаю их в потоки благодати, текущие через вашу жизнь. Найдите покой в своей душе, зная, что я всегда рядом с вами. Я работаю. Он Бог, который исцеляет, восстанавливает и обеспечивает. Он дает силу утомленным и надежду отчаявшимся. Он посылает чудеса, благословения и улучшения, чтобы вы процветали и преуспевали во всех сферах вашей жизни. Будучи единственным и единственным Богом, Он не позволит нечестивым восторжествовать над праведными. Доверьтесь Ему, потому что Он будет вести ваши битвы. Если вы предаетесь Ему, вы и ваша семья будете благословлены лучшей жизнью. Он залечит ваши раны и превратит ваши неудачи в удивительные победы. Доверьтесь Ему, потому что Ему доставляет удовольствие осыпать вас бесчисленными благословениями, множеством улыбок, финансовым успехом и лучшим здоровьем. Там, где была боль, беспокойство и трудности, Он принесет исцеление, мир и процветание. Приготовьтесь принять с верой и благодарностью. Господь говорит, что до конца этой недели вы получите изобилие любви, денег и здоровья, которые принесут огромную радость. У Него много благословений для вас и вашей семьи. Они исцелят и восстановят все места, где вы страдаете, предоставив вам все необходимое для счастливой и процветающей жизни, от работы и финансов до здоровья и отношений. Помните, Он Бог чудес. Когда вы чувствуете себя подавленным и думаете, что вся надежда потеряна, Он может вмешаться и послать вам чудо, которое поднимет вас. Доверьтесь Его идеальному моменту, потому что Он всегда работает за кулисами, творя чудеса для вас. Грядущие чудеса превзойдут ваши самые смелые ожидания.
Они исцелят ваше тело, исправят разрушенные отношения и откроют новые возможности для успеха. Примите чудеса, которые ждут вас, ибо это божественные дары на вашем пути. Откройте свое сердце, чтобы принять их и поверить в чудесные возможности, которые ждут вас впереди. Это ваше время восстановления. Он восстановит все, что враг отнял у вас, включая ваш мир, процветание и цель. С ним всегда есть надежда. Иисус сказал: «Отдай мне свое бремя и живи для меня, а не для себя». Он заменит ваш страх верой и проведет вас в трудные времена. И если вы поверите в Иисуса, Бог обещает умножить ваши благословения на этой неделе, сделав вас живым примером безграничных возможностей и чудес, которые могут изменить жизнь. Появятся возможности, приносящие выгоду, долги будут аннулированы, а счета оплачены в полном объеме. Ваше финансовое положение скоро улучшится, и ваша личная жизнь будет процветать. Будьте готовы к переходу на новый уровень в вашей жизни. К концу этого месяца вы испытаете чудесное исцеление и полное выздоровление от любой болезни или долга, с которыми вы столкнулись. Если вы страдаете физически, эмоционально или духовно, знайте, что Он может снова принести вам исцеление. Он готов исцелить все ваши раны и залечить все ваши разбитые сердца. Просто попроси Его помощи, и Он будет рядом с тобой, дорогое дитя. Будьте готовы, потому что Он собирается обильно благословить вас и проявить благосклонность в вашей жизни. Он понесет каждое бремя в вашем сердце, каждое испытание, скорбь и неудачу, с которыми вы столкнулись. Он меняет вашу ситуацию и благословляет вас и вашу семью лучшей жизнью. Он залечит все ваши раны, и каждое испытание, с которым вы столкнулись, приведет к удивительному возвращению. Он – всемогущий Бог, Создатель Вселенной, и Он может превзойти ваши самые большие ожидания и желания. Он – ваше безопасное убежище, ваш источник силы, и Он всегда будет рядом, чтобы помочь вам в трудные времена. Помните, что Бог с вами. Иисус говорит, что когда вы ищете Его, на вашем пути вот-вот появятся новые возможности. Когда долги исчезнут, а счета будут полностью оплачены, ваше финансовое положение полностью изменится, а ваша личная жизнь достигнет еще больших высот. Помните, я Бог сюрпризов, мне нравится делать неожиданные вещи и невообразимым образом благословлять своих детей. Оставайтесь открытыми для моих благословений и будьте готовы к неожиданностям. Я тот, кто укрепляет ваши слабости, исцеляет ваши болезни и восстанавливает мир и любовь, утраченные в вашем сердце. Прежде чем эта неделя закончится, вы вступите в период, когда ваши молитвы будут услышаны. Благословения потекут через край, деньги потекут обильно, и вы получите особые благословения в своем доме от моей божественной руки. Я меняю все ради тебя, мое дорогое дитя. Я изолью благословения на вас и вашу семью, принеся исцеление от всех ваших болезней. Я Бог, исцеляющий и искупающий, и я никогда не оставлю тебя. Приготовьтесь удивиться богатству, которое я приберег для нас в этой жизни и за ее пределами. Запомните эти 4 истины обо мне. Во-первых,
я проложу для вас путь, какой бы трудной ни была ваша ситуация. Во-вторых, я буду сражаться за вас, чтобы вам не пришлось сражаться в одиночку. Просто доверься мне. В-третьих, молитва – самое эффективное средство, когда вы чувствуете себя подавленным или тревожным. Придите ко мне с молитвой, и я услышу вас и утешу вас. В-четвертых, всегда доверяйте своему времени. Я знаю, что для вас лучше, и сделаю это в идеальное время. Если вы согласны, Бог говорит, что вы вступаете в особый момент, когда произойдут чудесные вещи. Вы преодолеете препятствия и добьетесь успеха во всем, что делаете. Вы собираетесь стать богатым, успешным, счастливым и здоровым. Я решил благословить вас богатством, здоровьем и процветанием, превосходящим ваши самые смелые мечты. Все, что я прошу, это сохранить веру и принять мои благословения с благодарным сердцем. Я надеюсь, что в наступающем году вы получите еще большие благословения, улучшение вашего финансового положения и улучшение здоровья. Помните, я могу превратить вашу боль и страдания во что-то прекрасное. Я могу исцелить ваши страдания и полностью восстановить вас. Ваши слезы не напрасны, потому что я превращаю их в потоки благодати, текущие через вашу жизнь. Найдите покой в своей душе, зная, что я всегда рядом с вами. Я постоянно работаю для вас. Я никогда не отдыхаю и не сплю. Вместо того, чтобы беспокоиться, сосредоточьтесь на похвале меня, потому что следующая неделя принесет хорошие новости, ответы на молитвы, прорывы, чудеса и благосклонность. В этом году Бог поднимает вас на более высокий уровень. Вы преодолеете препятствия и добьетесь успеха во всем, что делаете. Вы собираетесь стать богатым, успешным, счастливым и здоровым. Я решил благословить вас богатством, здоровьем и процветанием, превосходящим ваши самые смелые мечты. Все, что я прошу, это сохранить веру и принять мои благословения с благодарным сердцем. Я надеюсь, что в наступающем году вы получите еще большие благословения, улучшение вашего финансового положения и улучшение здоровья. Помните, я могу превратить вашу боль и страдания во что-то прекрасное. Я могу исцелить ваши страдания и полностью восстановить вас. Ваши слезы не напрасны, потому что я превращаю их в потоки благодати, текущие через вашу жизнь. Найдите покой в своей душе, зная, что я всегда рядом с вами. Я постоянно работаю для вас. Я никогда не отдыхаю и не сплю. Вместо того, чтобы беспокоиться, сосредоточьтесь на похвале меня, потому что следующая неделя принесет хорошие новости, ответы на молитвы, прорывы, чудеса и благосклонность.